Чебоксарах вынесен приговор по делу о незаконном игорном бизнесе, в организации которого обвиняли бывшего сопредседателя Чувашского отделения ОНФ Героя России Евгения Борисова. По версии следствия, за несколько месяцев сеть подпольных игровых салонов принесла ему и другим членам преступной группировки 5 миллионов рублей. В итоге суд лишил Борисова не только свободы, но и золотой звезды Героя. Павел Храмкин на финале нашумевшего процесса. Вот исполнительство возбуждено в отношении него. Еще до начала судебного заседания Герою России и главному фигуранту громкого уголовного дела Евгению Борисову была уготована неприятная встреча. Его окружили судебные приставы. Оказалось, участник чеченской кампании давно не платит по кредитам и уже накопил долг в 23 миллиона рублей. Сегодня это специальный спектакль устроен, специально чисто вот такой, извините, грязно-ментовской такой подход. Началось оглашение приговора. На скамье подсудимых 7, 3 из них за решеткой. Членов организованной ОПГ обвиняют в создании подпольной игровой империи. По версии следствия, 3 года назад бизнесмены открыли 7 казино в Чебоксарах, Цивильске и Красноармейском. Покер, игровые автоматы. В клубах были все условия для азартных людей. Для своих целей они использовали различные методы конспирации. В частности, они постоянно меняли номера телефонов, избегали общения по поводу своей незаконной деятельности при разговорах по мобильной связи, арендовали помещение под незаконное игорное заведение на подставное лицо. На кадрах оперативной съемки Евгений Борисов вместе с компаньонами делит недельную выручку – 160 тысяч рублей. Всего же за 7 месяцев работы владельцы подпольной империи получили 5 миллионов. Правоохранители заявляют, сколотить подобный капитал не удалось бы без надежной крыши. Участники организованной преступной группы с целью прикрытия своего бизнеса и нахождения покровительства среди руководители правоохранительных органов передавали взятки начальнику отдела полиции номер 4 УМВД по городу Чебоксары. Всего за период осуществления своей преступной деятельности ими передана взятка общая на сумму 80 тысяч рублей. Арестовали всю компанию, когда злоумышленники решили завербовать еще одного представителя правоохранительных органов, замначальника отдела МВД в Цивильске. За 20 тысяч рублей в месяц он должен был оберегать 2 новых казино. Я сейчас посмотрю, как пойдет там, да. Если, туда-сюда, в общем, хорошо будет. Я пока еще не знаю, там 50 на 50, то 5 на 5 больше будет. Расследование этого уголовного дела длилось почти год. Собранные материалы составили 35 томов. Было опрошено больше 50 свидетелей. Сам приговор зачитывали 2 дня. Окончательное наказание Борисову Евгению Германовичу назначить в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом доход государства в размере 10 миллионов рублей, с лишением государственной награды звания Героя Российской Федерации, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Впрочем, сам Борисов с приговором не согласен. Я не согласен, я не совершал этих преступлений, я вообще посторонний человек в этом уголовном деле. Суд и следствие не пытались разобраться о фактических обстоятельствах, а исходили из такой ложной посылки, которая была задана следствием. Мы считаем приговор незаконным, необоснованным, я и мой подзащитный. Я так понял, что и другие подзащитные не удовлетворены принятым решением суда. Безусловно, будут жалобы. Остальные фигуранты игорного дела проведут за решеткой от 3 до 7,5 лет и также должны будут выплатить многомиллионные штрафы. Из зала суда их вывели уже в наручниках. Павел Храмкин, Виктор Степанов, Екатерина Фомина, Константин Козлов. Вести, Чебоксары.